Советская, 21. Что случилось? Те, кто приходят на помощь первыми, от их решения зависит жизнь и здоровье пациента, а иногда сразу нескольких, например, матери и еще не родившегося ребенка. Именно такой случай выпал и в смену Елизаветы Альдиевой. Врачи скорой даже не успели узнать данные пациентки. Действовать пришлось незамедлительно, по наитию. У нас в укладке было все необходимое. И перевязочный материал, и инструмент, который нам необходим, и все лекарственные средства, которые нам нужны. Вот. И, естественно, мы в домашних условиях приняли роды у женщин. Они мне помогли, конечно, немножко и психологически. И так женщина была раздавлена, не было никого, кто бы ей мог помочь. К счастью, роды прошли успешно. Здоровью малыша и мамы ничего не угрожало. Их отвезли в перинатальный центр для дальнейшего обследования. Девочка родилась очень хорошенькая. Вот, посмотрели, визуально осмотрели девочку, и рост, и все, как она ребенок был здоровый. И по всем параметрам, по тем, которые по медицине считаются, ребеночек витальные функции ребенка были в норме. Это нас, конечно, очень успокоило. Всего несколько минут на сборы. За смену на одну бригаду выпадает до 20 выездов. И сложные вызовы встречаются часто, когда под угрозой жизнь беременной женщины и ее ребенка, как это было недавно. Ребенок задыхался. Мы быстро положили ее на носилки. Стали принимать роды. Провели сердечно-легочную реанимацию ребенку, подключили ИВЛ. Провели санацию ротовой полостью, первичную обработку ребенка. После этого оказали помощь матери. Все у нас в машине было, все необходимое, акушерские укладки, все стерильные инструменты. В их жизни всегда есть место подвигу. Вот и недавно в диспетчерскую поступил звонок 2 часа ночи. У ребенка начались судороги. Звонивший отец успел назвать только адрес дома и этаж. Квартиру врачи искали уже наобум. На месте выяснилось, экстренная помощь нужна всем домочадцам. 4 ребенка и мать. На кровати, на диванах. Я поняла, что там утечка газа. Быстро забежала на кухню, закрыла газ. Но вообще утечка произошла из-за колонки. Открыла все окна. Начала звонить на станцию скорой помощи, чтобы прислали мне все бригады. Мне прислали все бригады, которые тут есть. Бригады приехали через 2 минуты. Это было 2 часа ночи, никаких пробок. И хотела бы сказать водителям особенно, чтобы они пропускали скорую. Врачи скорой часто справляются о самочувствии тех, кого спасли, но никогда не считают количество спасенных. Сейчас они в хорошем состоянии. Я смотрела их, ездила туда специально посмотреть, детей маленьких особенно. 4 года самому младшему. И таких неординарных и сложных вызовов у врачей встречается немало. Руководство решило не оставлять их без внимания и отметить их ответственную работу. Приятно, что наши медработники сработали в таких ситуациях очень слаженно, квалифицированно, грамотно. Поэтому мы вообще наше руководство скорой помощи, такие случаи мы не оставляем без внимания. И мы стараемся поощрять в виде премии. Поэтому работники, отличившиеся в таких случаях, в таких ситуациях, будут представлены к премированию. В своей работе они не видят ничего героического и называют это просто призванием. Днем и ночью в любую погоду врачи скорой готовы принять вызов. Машина с красной полосой и проблесковым маячком вновь отправляется в путь на помощь больным. Тамара Хашагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.